Сделать городскую среду более удобной и безопасной для жителей, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества жизни населения и развитию экономики регионов. Такую цель преследует федеральный проект формирования комфортной городской среды. В Магасе в этом году планируют сдать 3 зоны отдыха в рамках реализации проекта. Сейчас полным ходом идет работа в парке Победа и на аллее Республики. Приступили мы примерно, грубо говоря, недели 3 назад. В данное время у нас завершены почти покраска столбов, замена лампочек. Частично мы меняем плитку старую. Уложили в некоторых местах новую плитку, съезды сделали. Еще некоторые привезли, вот буквально позавчера, привезли новые скамейки нам. Работы пока ведутся. В скором времени должны буквально еще неделю-полторы, скорее всего, должны закончить. Госпрограмму начали реализовывать с 2018 года. В Магасе благодаря ее реализации появились дополнительные места отдыха, а именно благоустроены 23 общественные территории. Так, во дворе многоквартирного дома по улице 65 лет Победы по итогам рейтингового голосования жителей в прошлом году построили детскую спортплощадку. Дети в восторге. Площадка такая хорошая, что все время мы здесь играем, потому что тут лучше всего. Есть и площадка детская, есть и турники. Здесь мы играем в футбол. И если целый день я гуляю, то половину дня я провожу точно здесь. Раньше если мы гуляли у нас во дворе и нам надоедало, мы искали места, где погулять. А сейчас тут есть эта площадка, она пока для нас еще новая, и здесь очень интересно. Нацпроект «Жилье. Городская среда» направлен на развитие инфраструктуры в регионах, повышение качества жизни граждан и создание комфортной городской среды. А чтобы учесть реальные потребности и предпочтения жителей, каждый год перед началом реализации проекта проводится голосование. С учетом мнения жителей выбирают те или иные территории для благоустройства. Как всегда, мы закладываем по несколько объектов на определенный год. Значит, по голосованию, наибольшее голосование людей выбирается та или другая площадка. В обязательном порядке после голосования на осмотрение жителей города выбирается, в какие проекты, какие объекты. Вот в связи с этим начинаем строить объекты. Теперь у жителей города появились новые возможности для отдыха и прогулок, а каждый уголок радует глаз своим дизайнерским решением и архитектурой, а спорт и детские площадки покрыты резиновой крошкой, что минимизирует травмоопасные ситуации для детей. Реализация проекта продолжается. В Магасе предстоит еще много работы по преображению города. Вот на будущий год я надеюсь, что мы 3-4-5 объектов сделаем. Мы благодарны за эту программу, что по формированию городской среды программа продлена до 30 года, и в связи с этим город освежается, строится. В целом, благодаря реализации национальных проектов, запущенных по инициативе главы государства, Ингушетия преображается с каждым годом. Строят дороги, мосты, школы, детские сады, объекты культуры. Такие изменения жителей региона радуют. Но не стоит забывать, нужно бережно относиться к тому, что сделано, и следить за состоянием территории. Рина Сычуева, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.